Всем привет! Надел вот очередную партию заказных якутских ножей. Уйди, морда, отсюда! Да уйдешь ты отсюда! Сейчас тебя закрою! Так, начнем с первого. Это нож ивенкийский. Длина клинка 170. Это под левую руку. Стабилизированный кап липы. Больше латунь и мусат. Это заказной, это в Бурятию поедет. Так, следующий нож якутский. Х12МФ 130. Стабилизированный кап ольхи. Больше латунь. Это ножик поедет в Сургут. Уйди отсюда, псина. Так, следующий ножик. Это якутский ножик. Х12МФ с травлением. Больше латунь. Кап ольхи. Ты морда. Уйди! Да, этот поедет в Тюмень. Он просил огниво сюда поставить. Вот кто просил вот эту псину в кадр, он сейчас у меня получит. Так, это в Тюмень поедет. Следующий ножик. Это ивенкийский. Тоненький, узенький. Карельская береза. Х12МФ. Больстер текстолит. Это в Бурятию, по-моему, поедет. Точно не помню. По-моему, в Бурятию. Не помню. Так, следующий. Х12МФ сталь. Якутский нож. Больстер рог лося и стабилизированный кап ольхи. Это в Рязань поедет. Здесь недалеко. Так, этот нож. Это ножик якутский, травление Х12МФ. Морда, уйди отсюда! Этот нож поедет в Казахстан, город Астана. Больше латунь и стабилизированный кап. Не кап, а карельская береза. Но это рукоять от заказчика. Астану, ну не знаю, как сейчас решаем вопрос, как его отправить. Астана, Казахстан больше не принимает посылки. Так, это тоже якутский, Х12МФ. Нет, это не стабилизированный, это просто карельская береза. Х12МФ, 130 мм, больше латунь. Это тоже в Казахстан. Он уже съездил в Казахстан, доехал до Москвы, таможня не пропустила. Прислали письмо, что нельзя. Вот они двое сейчас будут решать, как отправлять. И последний, это якутский нож, поедет в Киргизию. Я так думаю, так надеюсь. Заказчик с Киргизии, он попросил именно такой сделать. Он говорит, я на лошадях охочусь, то есть скачу целыми днями, боюсь потерять. Пришлось сделать так. Ну, он так и попросил. Тоже Х12МФ и корень ореха грецкого. Больше латунь. Вот такие ножички. Короткий обзор. Все, всем пока.